Просьба 15-летней Марии Дзауровой звучит в программе «Прямая линия» с главой Ингушетии. Девочка просит у Махмуда Али Калиматова преподнести ей в подарок долгожданный музыкальный инструмент – скрипку. Мария профессионально занимается музыкой. Махмуд Али Калиматов отметил так. Слово даю, я ей приобрету обязательно. Вот такой приятный скрипку. Подарок на Новый год от вас. Вот как раз к Новому году это будет сделано. Дело в том, что по культуре мы очень много сделали и закупили более 600 инструментов. Вот за эти 3-4 года. Глава республики сдержал свое обещание, и Марии привезли долгожданный музыкальный инструмент, а еще подарки – лимитированную книгу с песнями и нотами, которая издана к столетию образования ингушской государственности. Ну, как только такая просьба поступила от девочки главе республики, тут же было поручение главы найти инструмент подходящий. Инструмент мы нашли в Москве. Именно у специалистов, которые занимаются поставкой инструментов для Министерства культуры. Инструмент немецкий, он максимально адаптирован под возраст ребенка, под ее музыкальные способности. Очень удобный, хороший, качественный инструмент, который нам тут же доставили. И мы сегодня вместе с мэром Назрани Оздоевым Русланом Алихановичем, который привез подарки, сладости, фрукты ребенку. Мы также подарили ребенку книги. Мечта сбылась. Семья девочки не могла себе позволить купить такой дорогой музыкальный инструмент, поэтому юный музыкант спешит все скорее посмотреть. Мне очень понравилась скрипка. Видно, что она сделана профессионалами. Она очень красивая. Ты рада? Я очень рада. Не ожидала, да, такого подарка? Нет. Чем ты сейчас займешься, расскажи в первую очередь. Я сначала приспособлю его для игры. Тут не хватает, надо поставить держатель для струн и буду заниматься. Мария заканчивает учебу в Центральной школе искусств по классу скрипка. Девочка играет сразу на нескольких инструментах. Это фортепиано на национальном инструменте чондарь и на скрипке. Последняя одна из самых любимых, как признается Мария. Ей нравится звучание струн. Такая музыка доходит до сердца и никого не оставляет равнодушными. Скрипкой девочка занимается уже больше 8 лет. Для репетиции дома Марии Центральная школа искусств предоставила инструмент во временное пользование, но мечта обрести свою собственную скрипку не покидала девочку. Когда увидела, что будет прямая связь, решила записать номер, написала текст и отправила его по номеру. Когда мама мне позвонила и сказала, что нам позвонили, сказали, что скрипка будет, когда я увидела на передаче, что скрипку купят, я была очень счастлива, я очень обрадовалась, потому что свою скрипку приобрести я не могла. Я не ожидала, я даже не знала, что она написала, со своего телефона обратилась к главе, и тут уже конец эфира был, я просто тут сижу на кухне, вожусь, и тут Мария Дзаурова. И для меня было очень это неожиданно. Начали это слушать. Было приятно, что отозвался глава на нашу просьбу, потому что девочка собирается поступить в следующем году после 9 класса. Мария Дзаурова и дальше планирует заниматься музыкой, но есть у нее еще одна заветная мечта – получить хорошее музыкальное образование и приехать домой, создать в Ингушетии симфонический оркестр, трудиться на благо республики, повышая культуру и развивая музыкальные таланты. Рина Сычева, Билал Ахильгов, Магаз 24.